Потребность в донорской крови остается высокой даже в мирное время. Безвозмездно отданная кровь спасет жизни при проведении некоторых хирургических операций, пострадавшим в ДТП, людям с онкологическими заболеваниями и другими тяжелыми недугами. В каждой больнице есть свой банк крови, который регулярно приходится пополнять, и в этом помогают доноры. К сожалению, благотворительная акция донорства крови немноголюдная. В момент наших съемок сдать кровь пришли только двое. Я сдаю кровь впервые, и для меня эта тема является очень важной, и для Республики Абхазия также. Я считаю, что тему донорства нужно популяризировать и привлекать большое количество людей, студентов, в том числе, для того, чтобы у нас не было проблемы в нехватке крови в каких-то экстренных ситуациях, которые возникают повсеместно вообще. Донором крови может стать практически каждый здоровый взрослый человек, достигший 18 лет весом не менее 50 килограмм. Сдавать можно как цельную кровь, так и ее компоненты. Некоторые люди не могут быть донорами по медицинским противопоказаниям. Но даже если противопоказаний нет, к сдаче крови нужно подготовиться. Поэтому медики консультируют людей. Кровь хранится у нас только месяц. Это срок, потом обрабатываем кровь и из него делаем через месяц плазму. Плазма хранится у нас почти 3 года. Но дело в том, что у нас даже до месяца очень редко кровь хранится, потому что у нас очень много случаев аварий, очень много случаев кровотечения, несчастных случаев. И очень много выдаем. Тем более сейчас такое время ковидное, что в ковидный центр мы очень много плазмы выдаем и крови выдаем. И это все в ковидный центр выдаем безвозмездно. По словам медиков, люди неохотно идут сдавать кровь. В случае экстренных ситуаций подходящую кровь для больного приходится искать среди родственников. В Центральном банке крови порядка 220 человек-доноров, которых каждые 3 месяца обзванивают. Они приходят и безвозмездно сдают кровь. Как ни странно, нехватка крови возникает не только с редкими группами. Редкая кровь, в основном первое, второе, а четвертое отрицательное, третье отрицательное. Вот такие у нас в банке обычно очень мало. Вот. Но иногда бывает и нехватка первого, потому что бывает, вот больные попадают очень много с первой положительной. И когда очень много выдаем первого, и сразу же столько людей не приходит, сколько мы обычно выдаем. По словам медработников Центрального банка крови республики, одна из причин невысокого уровня донорства – слабая осведомленность и страх, что сдача крови может негативно отразиться на их здоровье. Если человек здоров, это абсолютно не мешает, наоборот, очень даже хорошо сдавать. Я объясняю. Первый раз я у человека, когда беру, конечно, я поменьше беру, чтобы человек, организм как-то реагирует по-своему у каждого. Поэтому каждому объясняю, каждому проводим такую работу. Первый раз, когда приходит человек, конечно, чтобы он второй раз пришел и уже... И бывает такое, чтобы он первый раз пришел, очень боялся, да? После того, как он увидел все это, и второй, третий раз потом, у нас есть такие доноры, которые потом почаще начали приходить и сдавать тоже. Всемирный день донора крови был учрежден в знак благодарности добровольным донорам за их неоплаченные спасительные пожертвования. Он также направлен на то, чтобы побудить как можно больше людей сдавать кровь, чтобы спасти еще больше жизней. Алика Трапш, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.